Коровы сегодня явно нервничают, как будто чувствуют, что их ждет противоклещевая обработка. Процедура хоть и неприятная, но необходимая. Первым делом ветеринар осматривает скот на наличие паразитов. От 0,1 мм до 20 мм. Разные бывают клещи. Но здесь пока я не вижу ни одного живого клеща. Литра антиклещевой жидкости, щедро разбавленной водой, хватит, чтобы обработать все стадо. После такого душа клещ точно на животном долго не задержится, практически сразу гибнет. В слабой концентрации для животных лекарство не опасно. Раствор, конечно, токсичен, но только для паразитов, поэтому молоко обработанного животного можно употреблять сразу. А вот если не убрать мелкого кровососа вовремя, это может пагубно отразиться как на животном, так и на его продукции. Они когда сосут кровь, животные зудят, они в первую очередь вызывают зуд, да, вызывают беспокойство животного. Тем самым они снижают продуктивность животных. В среднем посчитано до 20-200%, до 5% продукция теряется за счет того, что беспокоит животных. Сосут кровь, они исхудают животные. Они являются переносчиками таких заболеваний, как казахам, птероптоз, хореоптоз, возрождений. Вот особенно вот эта чесотка, тоже самая чесотка, которую мы с вами знаем. Вот эти все болезни вызывают эти клещи. Этим коровам, как оказалось, противоклещевая обработка не требуется. Мустафа Джугутгиреев за своим хозяйством ухаживает вовремя. Налицо и результат. На фермерском подворье Джугутгиреевых более 60 голов крупнорогатого скота. В период активности паразитов антиклещевой душ он проводит самостоятельно, поскольку ветеринарам везде не успеть. Противоклещевую обработку ветеринары проводят ежегодно. В таких случаях, когда клещей на коров не удается найти, опрыскивается весь загон, поскольку мелкий паразит может притаиться где угодно. Они спадают животных на землю, углубляются в землю, там они откладывают яйца. Они в сутки могут отложить до 17 тысяч яиц. Но эти все, далеко не все эти яйца выживают. Под действием атмосферного воздуха, атмосферного, там, солнечных лучей, температуры, то что там всего эти неблагоприятные условия выживают немногие этих сорных клещей. Они превращаются в личинки, а личинки уже непосредственно паразитируют на животных. Паразитируя на животных, они сосут кровь. Ну, в зависимости от того, о их разновидности, понимаете, у нас в России, по крайней мере, по Российской Федерации, 6 видов иксоновых клещей. Их укусы вызывают у животных различной степени анемию, снижают продуктивность, уменьшают молокоотдачу. В регионе особенно распространены аргасовые и пастбищные клещи. Членистоногие находят свою жертву, насасываются крови и наносят ущерб, распространяя через укусы инфекционные и инвазивные болезни. Бабезиоз, пироплазмидоз, анаплазмоз, вы, наверное, слышали, да? Которые вызываются простейшими формами микроорганизмов. Вот они вызывают эти заболевания. Вот они являются клещевой энцефалитом. Возрожди, клещевой энцефалитуса. Болезнь лама, холера птица, Переносчики заболевания опасны как для людей, так и для животных. Нередко укусы клещей приводят к летальным исходам. Противоклещевую обработку сделают в ближайшее время во всех КФХ Сунжинского района. Но самое главное в борьбе с клещами – обработка парков и скверов. Но за это уже отвечают местные власти. Зелимхан Калоев, Новости 24.